декабря 2022 года Якутия оказывает шефскую помощь городам в Донецкой Народной Республике. После завершения основных работ в городе Кировское в начале 2024 года рабочая группа из республики приступила к восстановлению объектов в Докучаевском городском округе. За это время восстановлено и отремонтировано 65 объектов, среди которых как жилые помещения, пострадавшие от обстрелов артиллерии и прилетов беспилотных летательных аппаратов, так и социальные объекты, дом культуры, библиотека, спорткомплекс и многие другие. Ход восстановительных работ на подшефной территории контролирует лично глава республики Айсен Николаев. Много лет в поселке Еленовка стоял в полуразрушенном состоянии дом культуры. С 1959 года, когда здание было введено в эксплуатацию, в нем не было полноценного ремонта. За 65 лет здание пришло практически в полную непригодность и готовилось под снос. Но именно в это время здание было включено в перечень объектов, которые восстанавливает Якутия. Буквально за год полуразрушенное здание полностью отремонтировали и укомплектовали всем необходимым. Спасибо огромное нашему шеф-региону Якутии за такую оказанную помощь в капитальном ремонте. То есть мы очень-очень давно мечтали об этом. И для нас это огромная поддержка, помощь. То есть мы очень рады, что у нас в такой более современном виде все новое. Вообще очень большое спасибо. Сделаны были отделочные работы как снаружи, так и снутри. Замена полностью окон, замена отопительной системы, то есть кровля, фасад, то есть все, абсолютно все. Полы были поменены полностью. Можно так сказать, построили заново. То есть сделали очень-очень довольно-таки обширный ремонт. Это кресла, наши одежда сцены, сценическое оборудование и звуковое, световое. Это благодаря при поддержке президентского фонда культурных инициатив. То есть это тоже очень огромное спасибо, что они нам так помогли. Нам этого действительно очень не хватало для работы. Естественно, мы скоро это все запустим, надеюсь, в скором времени, и двери откроются для наших жителей. В Докучаевске в кратчайшие сроки, но при этом очень качественно, отремонтирован и спортивный комплекс с бассейном. Все внутренние работы по комплексу завершены, в ближайшее время ожидается поставка оборудования и спортивного инвентаря. Совсем скоро любители спорта и физкультуры смогут приступить к тренировкам. Качество работ на этом объекте и в целом на подшефной территории высоко оценил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. С оптимизмом заставляет смотреть все то, что происходит с теми городами, куда приходит Республика Саха-Якутия. Это, напомню, и Кировская, это, конечно же, уже теперь и сам Докучаевск. Почему с оптимизмом? Все тоже абсолютно очевидно, что те объекты, которые восстанавливаются, я не побоюсь этого слова, некоторые, которые проходят такую реконструкцию, в результате которой становятся лучше, чем были даже запланированы и задуманы изначально. Это можно сказать про этот спортивный комплекс, который сегодня была возможность осмотреть. Он еще на завершающей стадии, но уже абсолютно точно чувствуется и настроение, и чувствуется уже в воздухе практически витает, как здесь та эмоция, которая будет сопряжена с соревнованиями, которые здесь будут абсолютно точно проводиться. И здесь только слова искренней благодарности. Также мы можем сказать и про вдохнувших жизнь специалистов, в Дом культуры в Еленовке, которые тоже имели возможность сегодня посмотреть. Преображается, и, казалось бы, по отдельности эти объекты, безусловно, значимы, но если посмотреть в совокупности, это позволяет жителям данных населенных пунктов смотреть с определенной перспективой в будущее. За первый год работ республики в Докучаевском городском округе было отремонтировано свыше 60 объектов. Но на этом помощь не заканчивается. В 2025 году у рабочей группы из Якутии большие планы по восстановлению социальных объектов и инфраструктуры округа. В этом году мы начинаем серьезные работы по двум объектам, тоже, на мой взгляд, важным для города. Это капитальный ремонт Дома детского творчества, который здесь очень хороший, замечательный коллектив, но, к сожалению, здание достаточно давно уже не ремонтировалось и требует таких серьезных подходов к его реконструкции.
А также будет у нас большая работа проводиться по созданию в Докучаевске молодежного центра с IT-центром, который, я тоже считаю, что очень важен для нынешней молодежи, для юношества, как раз чтобы дети здесь уже с юношеских лет приобщались к новым возможностям, которые дает современное цифровое пространство, ну и в том числе, чтобы вот как раз лучшие практики здесь, которые мы выработали у себя в Якутии, мы тоже могли передать здесь для того, чтобы и в этом направлении, в направлении IT-технологий, Донецкая Народная Республика и Докучаевский округ городской тоже развивались быстрыми темпами. В общем, мы считаем, что здесь работа наша не на 1 год. Мы будем работать здесь сколько надо для того, чтобы жизнь людей здесь улучшалась и вот наше государство в конечном итоге становилось сильнее и могущественнее. Гуманитарная миссия Якутии не ограничивается только помощью в восстанавливаемых городах. В пригороде недавно освобожденного от украинских боевиков Угледара находится святая обитель – Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Храмы и здания монастыря серьезно пострадали в результате обстрела и бомбардировок. В обители проблемы с водоснабжением и подачей электричества. Но священнослужители, несмотря на все трудности, проводят церковные службы и поддерживают работу храма и монастыря. От республики настоятелю храма была передана гуманитарная помощь. Также на Святой Земле произошло знаковое событие. Глава республики передал икону Дмитрия Солунского, которая была написана по благословлению архиепископа Якутского и Ленского Романа, военному священнику отцу Петру Гриценко. Который должен ее провести по всем фронтовым храмам, осветить после освящения, для того, чтобы потом уже после нашей победы вернуть ее к нам в Якутию, в храм, который у нас в Абаге Амгинского улуса будет уже восстановлен, начнет работать. В ДНР один из заводов был переоборудован под нужды Министерства обороны. Здесь производится ремонт, модернизация и сборка военной техники, от легких багги до тяжелых танков. Здесь же представлены образцы техники, которая для нужд фронта производится в разных регионах страны. Почетное место в этой экспозиции занимают наши «Соколы» ИКТ и электромотоциклы «Тимир». Также наши инженеры продемонстрировали главе новую разработку – подствольник для борьбы с FPV-дронами. Стреляет 12-м калибром обычный охотничий патрон. Принцип действия курковый. 2 патрона, 1 взвод, и выстрелы производятся последовательно, одним курком. То есть бойцу не надо думать, каким стволом стрелять и так далее. Испытания проводили на дистанции 20-25 метров, а особь показала хорошую. В принципе, как раз таки, вот именно вот на этих, это, скажем так, пограничная дистанция опасности дрона для личного состава. Он разработан таким образом, чтобы в производстве он был минимально затратен. Сейчас, по нашим оценкам, для производства одной такой штуки потребуется от 3 до 5 часов, человека-часов. Это, скажем так, по производственным меркам это очень быстро. Сейчас у якутских инженеров в разработке 5-ствольные аппараты, а также мобильные турели, которые можно будет устанавливать на технику для борьбы с дронами. Возможно, в ближайшее время они также будут поставляться в военные формирования, в которых служат якутяне, и будут иметь такой же успех и популярность, как квадроциклы «Сокол» ИКТ и электромотоциклы «Тимир». Недавно новую технику для своего подразделения получили бойцы инженерно-саперной бригады. От имени командования глава вручил особо отличившимся бойцам боевые награды, а также передал гуманитарную помощь из родной республики. Для нас это очень важное событие. Все здесь, кто находится, участники специальной военной операции, знают в курсе, что Республика Саха-Якутия очень поддерживает нас здесь во всем отношении, и морально, и, значит, вот как сами видите, здесь и техника, все здесь, и генераторы, все, что необходимо для ведения боевых действий. Ну, то, что республика нас поддерживает, это нас вселяет в нас силу, уверенность, потому как тыл, твердый тыл, уверенность в бою на передке. Вот самое главное. У всех на устах Республика Саха как героически сражается, потому что из Республики Саха воины неприхотливые,
они в суровых условиях родились, поэтому наши бойцы, наши ребята, холодно, жарко, любые условия они выдерживают достойно. Благодаря личной вовлеченности главы республики у Якутии сложились прекрасные взаимоотношения с командованием группировки. Заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Роман Греков посетил в прошлом году республиканский антифашистский форум в Якутске. Было принято решение в области военно-технического сотрудничества, в области гуманитарной помощи, оказания гуманитарной помощи и, соответственно, во всех военно-социальных вопросах, которые на сегодняшний день определяют судьбу как наших военнослужащих, так и членов их семей. И наши договоренности, те решения, которые были приняты совместные, они успешно реализуются. И вот это вот очередной приезд Александра Сергеевича Николаева в рамках его работы, вот это как раз одно из тех моментов, где мы в очередной раз сверяем, что говорится, часы, как говорится, да, вот. Посещаем воинские части, работаем с личным составом. Александр Сергеевич в очередной раз нам передал гуманитарную помощь. Вот, это знаменитые наши «Сокола», вот, и различного рода радиоэлектронное оборудование, которое будет способствовать достижению tej цели специальной военной операции, которые перед нами поставлены. Ну и самое главное, это живое человеческое общение. Он в очередной раз убедился в том, что мы о людях заботимся, что у людей, наших военнослужащих, есть все для того, чтобы решать боевые задачи, есть моральный боевой дух, вот, высокий настрой на победу. Ну и эти встречи, они и приятны по-человечески, потому что, как сказать, они несут определенное тепло, заботу, вот, и вселяют уверенность и в нас, и у нас гражданских властей в то, что все будет нормально, мы победим. В тылу и на фронте, внутри республики и на новых территориях. Якутия вместе со всей страной делает все возможное для поддержания бойцов и мирного населения. И наступление скорейшей победы, и возвращение на землю Донбасса, Запорожья и Херсонщины мирной жизни.